Это новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И коротко о главном в этом выпуске. Глава города Евгений Григорьев анонсировал открытие муниципального центра управления города Якутска. Бюджет республики, принятый во втором и окончательном чтении, сбалансирован и предусматривает все сферы жизни. Большой упор сделан на экологическую составляющую. Новогоднее настроение. Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках. Итоги первого года работы подвел Центр управления регионами в рамках панельной сессии форума Дальневосточного округа «Про людей». Так, за неполный 2021 год было зафиксировано порядка 67 тысяч обращений людей, в то время как в прошлом году эта цифра составляла всего лишь 16 тысяч. Кроме того, более 57% обращений регистрируется от жителей города Якутска. В связи с чем в рамках форума глава города Евгений Григорьев анонсировал открытие муниципального центра управления города Якутска. Для нас открытие Центра управления городом является очень важным проектом, поскольку по уровню проникновения интернета и развитию вовлечения общества, горожан в социальные сети, в городскую повестку очень высокий. И для реализации всех этих ожиданий от населения данная площадка является очень хорошим интерфейсом и инструментом, который будет делать лучше и современнее управление городом. Город Ленск вошел в программу социальной газификации. Строительство газопровода до границ участка собственника начнется уже в следующем году. В настоящее время идет прием заявок. Отмечается, что догазификация будет бесплатной. На сегодняшний день мы отработали по 1121 земельному участку, да, там необходимо провести очень большую работу. На этих земельных участках должно быть обязательно находиться жилые здания, да, то есть, да, дома, они обязательно должны быть находиться в собственности граждан. Поэтому сегодня мы уточняем все данные. На следующий год, на 2022, мы планируем догазифицировать 120 земельных участков. В настоящее время городская администрация ведет информационную работу с населением. Жители частного сектора, у кого еще нет в доме подведенного газа, могут обратиться на предприятие «Сахатранснефтегаз» и написать заявление на подведение газовых сетей. В Якутск направляются грузовые автомашины с кислородными баллонами. В данный момент груз находится в селе Техтюр и ждет отправления в Якутск. Детали знает мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь. Власий, приветствую. Расскажи, откуда привезли баллоны? Иван, здравствуй. Я сейчас нахожусь на барже теплохода «Механик Курчатов», который в сопровождении ледокола готовится переплыть реку по маршруту Техтюр-Жатай. В числе отправляющихся автомашин два больших груза. Они везут емкости с кислородом для Якутской республиканской клинической больницы общим весом 24 тонны. Один грузовик едет из Хабаровска, а второй из Нерюнгри. Известно, что данная поставка продлит срок обеспеченности больницы кислородом на целых 8 дней. Мы поинтересовались у водителя больших груза Александра Шашина, который едет с Хабаровска, насчет того, каким получился путь до причала села Техтюр Мегина Кангаласского улуса. Предлагаю послушать. Впечатление дороги чего? Холодно. Как выехал с Хабаровска, было тепло. А потом постепенно начало холодать и холодать. Уже вот. С Невера вот началось все. Там уже в Невере минус 20 было. От Невера поворачиваешь в сторону Якутска, там уже по 30 уже. Все везде, всюду. По маршруту у нас получается, как дает завод кислород, так и едем. Вот раз в неделю, где-то через неделю, через две вот едем. Все зависит от завода, как они выдают продукцию. Доволен, что продлили паром. Можно будет сейчас ездить до 10 числа, как бы спокойно. Впечатление от парома, что первый раз на пароме езжу, вот это, начиная с лета, ни разу не ездил на паромах. Везем 16 тонн, 2 бочки по 8 тонн, без перегруза всего. Вот. Опыт перевозки, да. Опыт перевозки, да, тут нужен, потому что кислород, он боится масла. Нужно постоянно смотреть за давлением на бочках, потому что воздух, он все-таки все равно, радиатор есть, испаряется, превращается в сухой воздух и давление создает.
В завершение я хотел бы отметить, что до закрытия переправы поставщик планирует поставку еще одной машины весом 25 тонн. Ну а эти грузовые автомашины с минуты на минуту отправятся в Якутск. Путь без учета каких-либо осложнений должен составить порядка 30 или же 40 минут. Подробнее о данном рейсе смотрите в вечерних выпусках новостей. Но у меня на этом все. Передаю слово студии. Власий, благодарю тебя. Напомню, о ситуации с отправлением кислородных баллонов в Якутск из села Техтюр рассказал наш корреспондент Власий Сергеев. Бюджет республики, принятый во втором и окончательном чтении, сбалансирован и предусматривает все сферы жизни, в том числе и экологическую составляющую нашей республики. Так, со стороны федерального центра кратно увеличено финансирование на борьбу и профилактику лесных пожаров. Также в планах перевести часть полномочий по авиалесоохране, что значительно снимет нагрузку с республиканской казны. Кроме того, в Якутии успешно реализуется нацпроект «Экология» по региональным программам «Чистая страна», «Чистая вода», «Сохранение лесов», комплексная система обращения с ТКО. По последнему, Минэкологии республики работает с Минприроды России в части рекультивации мусорного полигона вблизи столицы региона. Ну, бюджет как бы стабильный и бюджет своеобразного развития. Мы в курсе, что бюджет был принят в целом социальный. Конечно, это очень важно, потому что у нас в республике есть такое понятие, как накопленный экологический ущерб. Это как бы наследие еще прошлых лет. И, соответственно, уже сейчас на это стали обращать внимание. И нацпроект экологии как раз многие такие вопросы расставляет. В частности, тот же полигон, надо было учесть много мерзлотных факторов, которые только у нас на территории Якутии и вот таких регионах надо учитывать. И, в принципе, мы постепенно это идет. Конечно, общественность хотела, чтобы все быстрее делалось, но есть закон, есть правила, требования, и они довольно сложные и жесткие в плане экологических требований. Очередной случай нападения собак на прохожих зафиксировали сегодня в Якутске. Как и в начале недели, инцидент произошел в районе Арктического государственного агротехнологического университета. Сейчас на месте работает бригада по отлову безнадзорных животных. Как рассказывают жильцы близлежащего дома по улице Красильникова, собаки нашли убежище под их домом и постоянно терроризируют жителей. Работники пункта передержки отлавливают животных гуманным способом с помощью веревки или же усыпляют с помощью дротика. Отмечается, что к этому часу удалось поймать одного пса. Здесь постоянно ошивается свора из 10-20 собак и представляет угрозу как для детей, так и для пожилых. Это очень опасно. Вы же видели, что произошло возле Агату. Возле конюшни вообще невозможно пройти. Собаки специально там людей поджидают и кусают. Вот с нашего дома, говорят, укусило 2 человек. Очень сложная ситуация. Надеюсь, сейчас их отлавливают. Очень опасная для жизни человека, особенно для детей. Чем занимаются электромонтеры, как выглядит ток и куда он течет. Об этом и многом другом алданские дошколята узнали на уроке электробезопасности. Необычные занятия в детском саду провели энергетики. Как правильно пользоваться электричеством, узнали и наши коллеги. Маленькие электромонтеры, воспитанники детского сада «Колобок», дали жителям сказочного домика самое настоящее электричество. Настроить схему, разобраться в работе щитка и включить рубильник – задача оказалась непростой, но ребята с ней успешно справились. Загорелся свет! Ура, молодец! Выполнением практической задачи дошколята закрепили теоретический материал необычного, но очень интересного и познавательного занятия. В подготовительных группах прошел урок электробезопасности. Как выглядит ток и куда он течет, что такое электричество и чем занимаются электромонтеры. Об этом ребятам рассказали специалисты филиала ДРСК ЮЯС. Уроки по электробезопасности направлены на то, чтобы объяснить детям, что такое электрический ток, что такое напряжение, насколько оно опасно, как нужно себя вести в том или ином случае. Занятия по электробезопасности строятся с учетом возрастных особенностей дошколят. Кроме беседы, урок включил просмотр роликов и демонстрацию наглядной атрибутики. Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвала самая настоящая форма – тяжелые боты и каска. У нас подготовлен специальный сценарий для того, чтобы в доступной форме им объяснить. Ребята из Нерюнгри, наши
сотрудники сделали макет линий, чтобы дети могли воочию увидеть, как подается напряжение, как в доме загорается свет. Особое внимание новоявленные педагоги уделили правилам поведения рядом с энергообъектами и распределительными щитами. Затем ребятам было предложено придумать и нарисовать собственные запрещающие и предупреждающие знаки. Воспитатели отмечают, что детишки имеют представление о правилах безопасности. Такие мероприятия, конечно, очень важны и очень нужны, особенно для тех детей, которые пойдут в школу. Для наших будущих выпускников, потому что все равно так или иначе им придется оставаться дома одним, и умение пользоваться электроприборами и знать о безопасности – это, конечно, очень важно. В школах и детских садах уроки безопасности энергетики проводят в течение года. Главной целью таких занятий является профилактика детского электротравматизма. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках, в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Опустить письмо с пожеланием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года. Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. Отмечается, что в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 тысячи писем с заветными желаниями детей и взрослых. Фотохудожник Александр Химушин открыл в Женевском отделении Организации Объединенных Наций выставку «Мир в лицах», на которой представлены портреты более 100 народов мира. Фотопроект включает 170 портретов, на которых запечатлены представители более 100 коренных народов планеты. Значительная часть экспозиции посвящена народам Сибири и Дальнего Востока в их аутентичной национальной одежде и местах проживания. Фотограф и путешественник Александр Химушин родился и вырос в Якутии, долгое время жил в Австралии, на последние несколько лет провел в странствиях по миру. Его работы показывали крупнейшие СМИ в 60 странах мира, включая National Geographic, Шпигель, CNN и многие другие. И в завершение о погоде. По сообщению Якутского управления гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Колымской группе районов ожидается снег, местами сильный. Усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Нижнеколымском районе до 22 метров в секунду, местами метель. На западе Якутии 4 декабря ожидается умеренный, местами сильный снег с порывистым ветром до 9-14 метров. По Нижней Елене местами до 15-18 метров в секунду, поземки. К этому часу пока все новости. Оставайтесь на канале Якутия 24.